Друзья, всем привет! На календаре 16 ноября, раннее утро. 10 час. 10 час. Нет, 9, наверное. 9. Никак не 10, да. За бортом минус 8. В общем, вот там еще Игорь есть. Игорь, поздоровайся. Да, добрый день. Добрый вечер. Скоро будет вечер, пока собираемся. В общем, друзья, с утра день не задался. Вообще не задался. Не знаю, как он будет дальше, но пока ничего не получается. Сначала мы благополучно разъехались. Планировали приехать на одной машине. Приехали на двух. Это каракатица взял с ремонта. Оказывается, ремонт еще не доделан. В общем, разъехались, не созвонились. Приехали. Букс Григорьевича не завелся. Мой букс в гараже. Забыл ключи, в связке другой, которая была. Короче, все идет не так с утра. Но мы не унываем. Все-таки мы, если решили поехать, то поедем. Пусть не доедем мы туда, куда планировали, но все равно поедем. Куда-нибудь, да поедем. От края. Ага. Куда-нибудь, да доберемся. Да. Все, что не делается, все к лучшему. Значит, так оно и должно быть. Правильно, Григорьевич? Да, так точно. Едем, товарищ. Ледоход у нас... Куда хоть ехаем-то? А Где направо, дорога-то? направо. Направо, поехали тут по дороге. Направо по дороге. Ледостава на Печоре до сих пор еще пока нет. Сегодня ночью ожидается, что-то говорят, до минус 18. Да. Сегодня, да. Возможно, сегодня-завтра река и встанет. Но за береги, говорят, появились, вода падает. Тут тоже направо, да? Будем, да-да-да, здесь направо тоже по асфальту поедем. Так что будем пробовать ловить на заберегах, попробуем поймать хариуса. Нет, так съездим на протоку, поднимем жерлицы на озере, попробуем выставиться. Может быть, если получится. На лимнике пару штук поставлю. Народ уже вчера выставился на заберегах. Ледок небольшой, тонкий появился уже. В общем, будем чем-то заниматься. Типа рыбалкой. Типа рыбалкой. Поехали начали. Да, поехали с ночевкой. И мы, наверное, ближе к ночи только и раз... О, 8:50, 9 часов уже, блин. А собирались выехать ровно в 6. Как-то вот так, пока не срастается. Вот, не знаю, возьмет, не возьмет камера. Отсюда вот хорошо видно, что река идет, пласты идут, шуга идет. Так, с этой стороны острова все идет полным ходом, а там не видно за островом. Тоже идет. Вижу, идет. В общем, ледостава пока еще нет. Но пласты уже хорошие, может где-то. Сижмы написали мне в комментариях, они давно уже на лима ловят. И лед у них 30 сантиметров, представляешь? На Печоре. Вот так вот. Вроде в одной республике живем, одна река, а вон такая вот разница. Ну ничего, будет и на нашей улице праздник. Будет. Приехали? Почти на месте. Ну что, обстановка у нас неутешительная. Лед полным ходом идет по реке, вон по фарватеру. Эта камера, конечно, не покажет, но идет пластами. Вся надежда на мороз. Вот здесь еще открыто, где Иван Григорьевич поймал хариуса крупного. А вот здесь вот закрыто. И сейчас мы возьмем пешню и аккуратно, шаг за шагом, попробуем выйти на лед. Так, вы давай пока поляну накрывайте. Я хотел по радио, получилось. Да, привет. Да, пока накрывается поляна, сейчас посмотрим, какой толщины лед. Лед-то там дальше нормально, потому что его не унесло, то, что он был заморожен. Самое фиговое то, что может быть вот этот берег, который, когда вода прибывала, здесь было не выйти на берег. Все было печально здесь на берегу. Вот это может сыграть злую шутку. Но вода сейчас, говорят, падает. И вот вода тогда до сюда была. Вроде нормально. Там был уже лед. Дальше
О, зверь бегал какой-то, куница или норка. О, тут вот вода. Тут вода и... Ух ты, и глубина, бляха. Не, там дальше оттуда, видишь, вот тут вот возле берега. Ну под снегом, видишь, вода, а ниже, ниже. Вот там, где вот так. А вот тут вот дальше херня полная. Надо доску или что-то такое. Все, пробуем, да? Нет, вообще говорю, пробуем. Все, на лед получилось выйти. Здесь вот опасно, а там дальше более-менее. В общем, дегустация прошла, консервы получились, вон, не дадут соврать. Все четенько. Да, вкусно. Отлично. Так что первый блин не комом, будем и дальше продолжать делать такие консервы. Но следующие консервы будут у меня рисовые и гречневые. Также с с рыбой мясом. можно? Да. Картошку. Картошку с рыбой? А что? Не знаю, там рецепта нет, но можно там это Ну, примерно так же. экспериментировать, да. А как это с молоком делают? А, варят? Будет легко храниться только, да. Нормально. В общем, Очень. короткий перекус и на лед. Благо, все в шаговой доступности, вот все рядом. Потихонечку, вот так вот, шаг за шагом. Проверяем лед, потому что, несмотря вроде бы, как кажется, что лед крепкий, это далеко не так. Вот буквально в 15 метрах, где я прошел, видно черное пятнышко, идет течение. Это там открыто, это полынья, просто закидало снегом. Вот здесь прошелся, здесь лед нормальный, а вот там вот бурлит течение. И вот это, если тоненькую корочку сейчас закидает снегом, это будет не что иное, как капкан. Так что каждый шаг проверяю пешней. Пробурили уже около 20 лунок, пока ни одной поклевки. Берег весь зашугован. Если мы на первый лед, когда здесь уходили, шуги не было, то сейчас вот это открытое пространство все дало шугу. И просто пластами подо льдом шуга. Вот здесь вроде нашел чистое место, вот две первые лунки. Сейчас буду буриться так вот вдоль под дамбой. В общем, будем проверять, будем искать. Лешка вот там на заберегах ставит палки на налимов. Проверил, вчера выставился, сегодня проверил, говорит, все крючки пустые, улова нет. Скорее всего, мальков подергали ези. Ну, мы сейчас это проверим. Да, да, нет, нет. Если нет, тоже что-нибудь будем думать дальше. Может быть, тоже начну искать место, куда поставить палочки. Время уже 20 минут 12-го. Да, скоро закончится клев, а мы его еще и даже не видели. Вон, подошли близко-близко до открытого места. Вон каждый шаг, вон, видишь, вон вся вибрация, вон, видишь, отдается. Каждый шаг. Оббурили весь участок, вот тут открыто. Вот эту площадку, где более-менее возможно есть хариусик, как мы думали. Может быть, он и есть, не знаю, но ни одной поклевки не увидели. Набурили где-то, ну, общей сложностью на 3 бура, где-то лунок 70-80 точно уже, наверное, проковыряли. Ни одной поклевки не увидели. Может, поедем дальше? Я-то только за. Проверили. Че, Григорьевич, давай проверили, не клюет, поехали дальше. Все, все дружно решили ехать дальше.
нам еще надо поднять жерлицы с озера. И нам еще надо, ну, где-то что-то найти, где рыба клюет, наверное. Ну да, хоть завтра рыбачить. Да. Так что, вперед из песни. Спасибо тебе, Козьявер, спасибо. Как называется? Козьявер. Козья верда. Коз это елка, вер это лес. Еловый лес. Ну, спасибо. Ничего. Спасибо, Козьявер, что сегодня ты нам ничего не дал. На следующий раз даже больше. О, белка, по черемухе белка прыгает. Видишь, черемуха. А я очки Между елками вот черемуха, вот там белка прыгает. снял. Я очки снял. Это хорошо. Хоть кто-то прыгает. Тогда косач здесь сидел, сейчас белка. Ну, хорошо. А ты говоришь, козья вырыта и рыба здесь есть. В мире животных. Ну вот, друзья, кажется, свершилось. Не знаю, какая здесь глубина, но мне кажется, я нашел все-таки место. Нашел заберег, куда можно поставить палки, куда можно поставить крючки на налима. Не стал снимать весь процесс шаг за шагом. Вот я шел, тропа, чтобы не травмировать психику вашу и нашу. В общем, вот, друзья, поворачиваемся вот так. Вот в такой близости мы находимся от русла реки Печора, которая идет ледоход полный рост. Шумит, вот где-то лед остановился, где-то еще идет, но там, где фарватер, идет полным ходом. Вот здесь течение потише и как бы встало. Если будут сильные морозы, здесь все замерзнет и будем переставляться туда, когда будет держать. Ну а пока вот у нас вот такая территория. Тут песок, мелкий галечник, средняя глубина. Я так думаю, налим здесь должен быть. Сегодня уже поздно, не успеваем. А завтра уже обязательно надо поставить хотя бы несколько палок, чтобы забить место хотя бы. Иначе такое место долго пустым не будет. Кто-то придет и поставит. Везде уже, где можно, стоят палки. Вчера уже начали выставляться. Сегодня ожидается минус 18. Не знаю, будет, не будет, пока тепло. Надеюсь, этот лед уже не идет. Так что завтра будем выставляться палки. А пока дальше не пойдем. Пойдем вот так вот, шаг за шагом. Обратно, конечно, уже идти веселее. А сюда было страшно. Каждый шаг проверял тишиной. Где-то вот, как мы видим по следам, пробивалось одного раза, я обходил. От берега, конечно, далеко. Очень далеко придется таскать на себе палки. Но на буксировщике пока я сюда не заеду, пока конкретно лед не укрепится, пока не набью тропу, потом уже можно будет. Все, друзья. Вон какой черный лед. Нормально, я так думаю. Здесь не зашугован. Если не зашугован, я по-любому здесь поставлю палки. Вон черный лед. Это значит, здесь шуги нет. Все. Один плюс небольшой. Я так думаю. Палки здесь я буду ставить впервые. Но, как я думаю, место здесь перспективное. А там посмотрим. Так, ну что, Иван Григорьевич с Игорем поехали на протоку посмотреть там Хариуса. Ну а я открываю сезон налима. Он взял, конечно, пару удочек, взял налимники, крючки, тюрьму, лопату, пешню, топор, корыто. Корыто, правда, лежало все лето. Кривкость таки. Ну ладно, что-нибудь придумаем, потом может выровняется. Заезжал вот за живцами, за окушками. Кое-что живое, кое-что полудохлое. В общем, живцы есть, крючки есть. И у нас самое главное, там поставлено 9 палок. По одному ершу, там где-то по одной малявке, где-то 2, где-то 1. Но 9 палок стоит. Значит, есть надежда на налима. Пойдем в первую очередь проверим. Ну а потом будем рубить, таскать и все такое. Погнали. Сезон налима открывается. Друзья, посмотрите, какая прекрасная погода устаканилась.
По прогнозу обещали минус 15-16 солнце, так оно и есть. Но только на 2 дня, сегодня и завтра. Послезавтра уже опять минус 3, метель, снегопад и все такое. Минус 1, опять потепление. Никак морозы нас не балуют, вот только 2 дня хороших. С первого взгляда вот получается, как будто река Печора стоит, тем более на эту камеру, но это обманчиво. Там вот по фарватеру все идет полным ходом. Вот здесь вот все открыто. А вот наши 9 палок, которые я вчера пробился, сделал тропку и поставил 9 палок. Начинаем проверку. Проверка у нас будет проходить 3 этапа по 3 палки. Потому что, ну так удобнее. Сейчас немного поработал, выдолбил 3 дырки, 3 лунки. Почистил их, сейчас быстренько проверяю, насаживаю. И потом 2-ю тройку, 3-ю тройку. Погнали. Надеюсь, так видно. Много раз говорили, что у меня камера слишком высоко смотрит. Надеюсь, вот так вот будет видно. Ну, с Богом. Пошла первая палка зимнего сезона 21-22. Пусто. Первый блин комом. Ёршик живой. Налима здесь не было. Так, пока оставляем. Сначала проверяем. Потому что камера на морозе вообще махом выключается. Я держу ее за пазухой. 2-я палка. Неужели будет пусто? И здесь пусто. Ёршик живой. Здесь у нас 1 ёрш всего был. Ну и 3-я палка. Ну хоть одного налима. По одному налиму на каждой тройке. Да хотя бы одного уже. О, здесь зашуговало. Здесь зашуговало. Идет шуга. И тоже пусто. Пусто. Никого. Здесь у нас тоже был 1 ёршик. Все ёрши живые. Ну плохо, плохо. Очень плохо. Была такая надежда. А здесь еще идет шуга где-то сверху. Вон, всю палку зашуговала. Это не есть хорошо. Ладно, наживляем, отпускаем. Включаемся на 2-й тройке. Может быть, там что-нибудь есть. Немного обломался, но еще не совсем. Еще есть надежда. Ну вот и готова еще 1 троечка. Здесь палка у нас получилась короткой, так что я переставлю на более мелкое место. Ну эти нормально. Все. Проверяем 2-ю тройку. Настроили. Надеюсь, все видно. Поехали. Тоже палка вся в шуге. Пусто. 2 ерша и червяк. И никакого результата. Хреново. Так, пока отпустим, чтобы не замерзло. Потом обколочу. Так, пусть так вот будет. Потом обколочу и поставлю там, где более мелко. Туда к берегу поставлю. Ну давай, хоть одного налима уже, а? Ёшкин кот. Палка тоже вся зашугована. И никого. Похоже, мы с местом не угадали. Место новое, место незнакомое. Но тут малька украли. Кто-то малька стащил. Идет шуга, вон подо льдом идет. Вся палка вон в шуге. Это все надо обколотить, потому что сверху все еще открыто. И эту мелкую шугу
Тащит подо льдом. Ну, последний шанс у второй тройки. Ну давай, давай. Тоже зашуговано все. Опа, что-то тяжело. Показалось или что? Не, это палка просто зашугованная. Не. И вторая тройка тоже пустая. Вон маленький ёршик, вон малек. Похоже, мы не угадали с местом. Ну ладно, один день еще. Ничего не говорит. У нас есть еще одна тройка. А эти пока не буду убирать. Буду добавлять, буду искать. А эти пусть пока стоят. Потом, если где-то найду, конечно, а здесь не будет ничего. Будем поднимать, будем переставлять. Как-то вот так. Фух. Ну вот и готова третья тройка. Погнали. Лед, не сказать, чтобы толстый, но уже и не тонкий, где-то сантиметров 5, местами 7 сантиметров уже. Там 5, здесь потолще чуток уже. В общем, лед есть. Так, не вовремя села батарейка. Начал поднимать, села батарейка, но вроде бы там что-то дернуло или мне показалось, я не знаю. Я, в общем, отпустил, чтобы, друзья, показать вам, если там что-то есть. Дай бог, конечно, чтобы там что-то было. Не, вроде показалось. Никого. Никого. А нет, что-то небольшое даже и дергается, нет? Ну-ка. О, вот он, первый налим. Вот он, первый налим сезона. Ах, малышок, конечно. Но налим. Как тебя отпустить? А никак. Но говорят, почему ты не отпускаешь? Нет. Сейчас попробуем. Получилось. Живцы у нас есть. Так что ты нам не нужен. Был бы ты меньше, я бы тебя оставил, а ты так расти. Ну вот. Увидели первого налима. Первого налима зимнего сезона и отпустили. Не знаю, говорят, первую рыбу не отпускают. Был бы он поменьше вот такой, я бы его оставил на трофейного. А он не то, не сё получается. Как Костян говорит, китикет. Мы его тоже отпустили. В надежде, что нам за это... Ух ты, мальки дохнут. Мальки дохнут. Надо срочно их спасать. Сейчас я закину их в тюрьму. Все обледенело. Морозец давит. Ладно, не будем отвлекаться. Осталось 3 палочки. Давай. Давай налима нам. Налимчик. Налимчик. Нет натяжки. Нету. Вот. Ёж здоровенный, ёж живой. Второй поменьше. Не. Видать, я не угадал с местом, друзья. Так, ну а что это? Ох. Не угадал я с местом. И последняя надежда. Последняя палка. Ту 10-ю палку просто так воткнули. Без крючков, живцов не хватило. Вся надежда на тебя. Последняя 10-я, 9-я палка. И 0. 0. Ничегошеньки здесь нет. Вот такой вот ёрш. Живой. Живехонький. Ну что, первый блин комом. Первая проверка нам ничего не дала. Один маленький налимчик на 9 палок, которого мы отпустили. Теперь что делаем? Эти 3 палки наживляю, отпускаю. И вот на этой акватории, здесь каменистое дно. Летом здесь мы ловили хариуса. Где-то мельче, где-то глубже, где-то открыто, где-то закрыто. В общем, сейчас возьму пешню и шаг за шагом аккуратно попробую обследовать эту территорию. Пройдусь сначала с удочкой, потом где по глубине сориентируюсь и
добавлю еще палок. В общем, будем заниматься, можно сказать, зимний сезон по налиму открыт. Первого налимчика мы поймали, а это значит сезон открыли. Скоро начнется. Скоро, друзья, начнется. Пора звонить Дрюне, чтобы готовил чемоданы. Пусть приезжает, и мы тут покажем Кузькину мать. Слышь, Андрюха, можно ехать. Лед есть уже. Мы откроем первый лед. Ну а пока давай будем готовиться. Будем искать места, где живет налим. Чтобы уже не просто так, как слепой котенок, тюк-тюк-тюк, а чтобы уже знать, где ловить. Все. Выключаемся. Григорьевич с Игорем ловят на протоке. Вечерком приедут, я вырублю палку, помогут перенести. И завтра уже, наверное, буду выставляться по полной. Все. Всем пока.